Здравствуйте, ребята! Приветствую вас в летней мастерилке с классным журналом. И сегодня мы будем с вами читать номер 5 от 2020 года. И главная тема этого номера – наша страна. Здесь вы прочитаете об удивительных местах России. Это и озеро Байкал, и долины гейзеров, и многое другое. Кроме этого, в рубрике «Моя страна» вы прочитаете рассказы детей о своих родных городах. Вы познакомитесь и с городом Санкт-Петербург, Челябинск, Ухта и многими другими городами нашей страны. Также вы посмотрите символы России. Это гимн, герб, флаг. Как они появились и что они означают. Думаю, заинтересует вас страшилка «Нехорошее место». Далее вы узнаете, когда проходили в России Олимпийские игры и чем они знаменательны стали. Это 1980 год и 2014 год. Кстати, первой Олимпиаде, которая проходила в 1980 году, в этом году исполнилось 40 лет. И в завершение на обложке, как всегда, кроссворд. Здесь, конечно, кроссворд о России. Удивительная Россия. Побывать в пустыне, изучить подводную пещеру, увидеть розовый снег. Все это можно сделать в России. В нашей стране столько удивительных и красивых мест, что хватит на много-много путешествий. Ленские столбы. Недалеко от Якутска, вдоль берегов реки Лены, стоят огромные отвесные красновато-коричневые скалы. Это и есть знаменитые Ленские столбы. У них причудливая форма. Если долго присматриваться, можно разглядеть башни, колонны, целые дворцы. Кто-то даже видит силуэты людей и животных. Сплав по реке на лодках вдоль этих скал может подарить невероятные впечатления. Долина гейзеров. Представь, гуляешь ты, никого не трогаешь, и тут прямо из-под твоих ног вырывается фонтан горячего воздуха. И это не фантазия, а обычная ситуация в долине гейзеров. Поле с подземными горячими источниками. Здесь каждую минуту в воздух взмывают многометровые горячие фонтаны. Удивительное по красоте зрелище. Но туристам стоит быть очень аккуратными. Ходить можно только по специальным тропинкам, чтобы случайно не наступить на гейзер. Озеро Байкал. Байкал – самое глубокое и одно из чистейших озер на Земле. Это настоящая гордость России. Вода здесь настолько прозрачная, что можно заглянуть на глубину до 40 метров. На Байкале много эндемиков, растений и животных, которые встречаются только на этой территории и больше нигде. Сюда приезжает множество туристов со всего мира, чтобы полюбоваться красотой и величием знаменитого озера. Орденская пещера. Подводная пещера с запутанными коридорами. Звучит в духе приключений Индианы Джонса, верно? А ведь это реально существующее место. У Орденской пещеры есть надводная и подводные части. Под водой много залов, гротов, которые соединены между собой узкими коридорами или огромными тоннелями.
Большая часть из них еще не исследована, так что это отличное место для первооткрывателей и искателей приключений. Чарские пески. Если ты хочешь побывать в пустыне и увидеть зыбучие пески, вовсе не обязательно ехать в Африку. Отправляйся в Забайкалье и полюбуйся удивительной картиной. Перед тобой самая настоящая пустыня, окруженная тайгой и горными вершинами со снежными шапками. Это чудо природы называется Чарскими песками. Ученые до сих пор не понимают, как они возникли, что добавляет этому месту таинственности. Хибины. Эти горы расположены на Кольском полуострове. У Хибин мягкий рельеф, без острых вершин и больших расщелин. Природа здесь удивительная. Это дом для многих растений и животных, занесенных в Красную книгу. А на вершинах гор иногда можно увидеть розовый снег. Такую окраску ему придают необычные водоросли. Есть на севере нашей страны большое красивое озеро Онежское, и стоит на том озере дивный остров под названием Кижи. И нет, это не сказка, остров такой и правда существует. Название Кижи по одной из версий означает место для праздников. Первыми заселять его отважились славяне и финно-угры, прибывшие из Великого Новгорода еще в X веке. И стали они образовывать там новые поселения. К концу XVIII века на острове уже было 9 деревень, а сейчас, к сожалению, осталось всего 3 – Кижи, Васильева и Ямка, причем большая их часть принадлежит музею. Музей этот называется в честь острова Кижи, и он один из важнейших в России музеев-заповедников. Музей сохраняет традиционную крестьянскую культуру русского севера и знакомит с особенностями жизни наших предков. Туристы, оказываясь там, словно попадают в прошлое, посещают традиционную крестьянскую усадьбу, слушают колокольный звон и обучаются местному ремесленному делу. Например, придут нити, ткут пояса и куют гвозди. Сложно выделить какой-то объект на этом острове, но, пожалуй, визитной карточкой музея можно смело назвать Кижский погост – архитектурный комплекс из колокольни и 2 церквей. Главная церковь, ради которой и едут смотреть Кижи, называется Церковь Преображения Господня. Известна она тем, что при ее постройке не использовали гвоздей. Деревянные балки просто очень плотно крепили друг к другу. Венчает церковь 23 деревянных купола. Вот для их возведения уже, конечно, пришлось использовать гвозди. Путь до Кишей также необычен, как и сам остров. Из Москвы и Санкт-Петербурга туда добираются на круизных теплоходах, из Петрозаводска на скоростных судах. А когда дороги становятся труднопроходимыми из-за грязи, на специальном вертолете.